Наверное, такое шоу увидеть сегодня на Баумана казанцы и гости столицы просто не ожидали. Друг за другом по самому центру города идут оркестры, играют прямо на ходу. На протяжении всего своего шествия оркестры делают вот такие вот небольшие остановки и устраивают тем самым настоящие концерты для огромного количества собравшихся зрителей. Каждый год приходим, вообще отлично. Но, видимо, вы уже фанат этого фестиваля. Да, совершенно верно. Исключительно положительные эмоции. Мы пришли с ребенком посмотреть на этот парад. Тут всякие разные песни, очень эмоциональные. Я даже под них танцую. А хотелось бы самому попробовать сыграть? Конечно. А на каком инструменте? На барабане. Кстати, барабанщикам сегодня, наверное, сложнее всего. Идти нужно несколько километров, на груди немалый груз. Сколько примерно его вес? Где-то килограмм 13, наверное, да. Слушайте, наверное, тяжело постоянно идти вот с таким инструментом, да? Да, дискомфорт определенно имеется, но мы привыкаем. Фанфары Казани – это 19 лучших духовых оркестров из разных уголков России и зарубежья. Для военных музыкантов это еще одна возможность удивить талантом и получить свою порцию аплодисментов. Ну, естественно, когда вживую исполняется произведение, и когда публика вживую реагирует на вашу музыку, да, для музыканта это же радость. И когда ты видишь, что люди хорошо воспринимают то, чем ты занимаешься, это всегда огромный плюс и как для нас, и для военно-оркестровой службы в целом. Сегодня казанцев радуют не только военные оркестры, но и гражданские. К примеру, это юные музыканты из Болгарии. Славянка. Мы играли сегодня «Прощание славянки». Это не единственная русская песня, которую мы выучили. Вообще это здорово, когда приезжаешь в другую страну и здесь тебя принимают как дома. Сразу после музыкального марша открытие фестиваля под стенами Кремля. Наслаждаться казанскими фанфарами можно будет все выходные. Оркестры будут давать концерты в парках и скверах города. Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.